Здравствуйте! Это программа «Диаблог о прекрасном» с Кристиной Смольской. Я напомню, что посмотреть нашу программу вы можете не только в эфире, но и на сайте телеканала «Беларусь-3». Программа наша интерактивная, и вы можете стать полноправным участником нашей дискуссии. Так что присылайте ваши вопросы, комментарии на нашу страничку на diablog.by, либо на нашу страничку на Facebook. Также присылайте ваши СМС-сообщения. Присоединяйтесь к нашей беседе о прекрасном. Сегодня, 17 декабря, исполняется 90 лет нашему белорусскому кинематографу. А также свой юбилей, а именно 25 лет, празднует Белорусская гильдия актеров кино. Говорить об этих двух прекрасных событиях мы будем с известной белорусской актрисой, заслуженной артисткой Республики Беларусь и председателя Белорусской гильдии актеров кино Суховей Светланой Ивановной. Добрый день, Светлана Ивановна, я вас поздравляю с этим праздником. Спасибо большое, спасибо. Светлана Ивановна, вас с кино связывает уже долгий роман. Вы сыграли более чем в 30 фильмах, и все они стали довольно известными для белорусского кинематографа, довольно значимыми. Я напомню, это такие фильмы, как «Бабье царствие», «Сыновья уходят в бой», «Пой песню поэт», «Командир счастливой щуки», «Фронт без флангов» и так далее, и так далее. Когда и как начался ваш роман с кино? Начну, наверное, с того, что знакомство вообще с таким понятием, как кино, у меня произошло в детском садике, в городе Мозыре. В наш город приехало сниматься кино, и довольно известное, которое больше всего я на свете люблю, потому что имела к нему хоть какое-то маленькое отношение. Это картина «Девочка ищет отца». И вы тогда поняли, что хотите туда, в кадр? Да нет, я еще этого не поняла. Я просто поняла, что мы вместе с моей детсадовской группой вышли на площадь, стояли среди этих девочек, которых как бы немец пытал, кто из вас, Лена, выйдите вперед. В этой толпе была я. И вот это ощущение, что когда-то в моей жизни была какая-то съемочная площадка, это вот мы так долго стояли не потому, что там как-то мы ничего не понимали, что там происходит, но ощущение встречи с кинематографом у меня было. Прошли годы. Я стала заниматься в театральных кружках, мне это нравилось. Вообще такая была очень отчаянная девочка. Я даже чего-то, если не знала, не понимала, но я тут же пыталась это сделать. И к нам в город приехало сниматься кино. Это уже был город Серпухов под Москвой. В наш класс зашел дядя и сказал: дети, в вашем городе снимается кино. О, нет. Нет, надо девочки постарше. Это сцена «Угон девушек в Германию». Ну как было, когда слово «кино» услышать? Это же с ума сойти. Мы так заверещали, что он уже, чтобы только нас отпустить, сказал: ну ладно, вот эту девочку, не глядя на меня, я сидела на первой партии с бантиками такими большими, возьмем. И я в этой сцене участвовала. Называлась сцена «Угон девушек в Германию». Посмотрел режиссер картин, отснятый материал Алексей Салтыков. Пришел в ужас. Потому что все, конечно, девочки, плакали. Там такая действительно очень трагическая сцена. И только одна девочка с веснушками, с восторженным видом смотрела, как снимается кино. Я была младше всех, там мне было 14 лет. И я, конечно, там выбивалась напрочь. Боже мой, но меня запомнили. Вырезали все мои планы, в которых я находилась. Но когда стали менять актрису по каким-то причинам, одну из самых таких молодых актрис, которых надо было, по какой-то причине, это была Ирина Азар, она где-то осталась даже в картине в кадре, вспомнили обо мне. Девочки, которая вот так вот улыбается, не кстати, не вовремя. И вот предложили сыграть эту роль. Светлана, вы заговорили о самом начале вашего пути в кино. Вот наши интернет-пользователи, когда вспоминают ваши роли в кино, вспоминают вашу первую роль, роль Дуняши из кинофильма «Бабье царство». Да. И вот Тамара из Саратова пишет вот что. Светлана Суховей больше всего мне запомнилась в самом первом своем фильме «Бабье царство». Юная, хорошенькая, круглолицая Дуняша. То есть предлагаю посмотреть фрагмент из этого фильма, а потом поговорим. Хорошо. So. Und was heißt Matka? Mleko? Нет, не так. Надо молоко. Молоко. Wie, Mleko? Да. Jawohl. Und was heißt Kurka? Pulka? Нет. Нет, не так. Курица, булка, мед. Нет. Gut, und was heißt Девочка dabei? Ich warte. Не знаю. Was, du kleines Lüge?
Schneller, девочка, Вы, давай. глядя на себя молодую в этом первом фильме, какие эмоции испытываете сейчас? Вы знаете, очень сильная, потому что эта картина, она очень дорога была. В то время это еще как бы 67-й год, между прочим, не очень далеко от победы. Очень много людей, которые прошли войну, рядом были. Мой отец тоже дошел до Берлина. Но я вам хочу сказать, что комок в горле стоял и во время съемок. И жители, которые снимались, когда и горела эта деревня, и когда это все было очень искренне, по-настоящему, люди это пережили в свое время. И вообще вся история картины, она очень такая трагическая, драматическая, да. трагическая. И поэтому это для меня какой-то, ну, вообще нравственный, какой-то такой, ну, будем так сказать, основа какая-то нравственная, которую я потом вот пыталась пронести уже дальше. Через годы. Да, через годы, через расстояние. И тем более такие встречи с такими замечательными актерами, которыми мне посчастливилось там встретиться, это как бы цвет российского, советского, тогда советского кино. Да. Вы, помимо того, что уже состоявшаяся актриса, активно занимаетесь общественной жизнью, являетесь председателем гильдии белорусских киноактеров. А чем занимается гильдия на сегодняшний день? Вот мы, готовясь к передаче, нашли очень мало информации в интернете, а вот наши интернет-пользователи прислали нам такое сообщение. Игорь пишет. 25 лет, странно, почему так мало о гильдии знают, а дело-то хорошее. Пусть бы знали не только сами актеры, но и простой люд. С уважением к вашей работе, Игорь. Чем все-таки занимается гильдия? Ой, спасибо, Раскройте нам Игорю, тайну. Спасибо. Ну, вообще-то, я хочу сказать, это сообщество единомышленников во имя единства своих действий и целей. А цель у нас одна. Это уважительное отношение к нашей профессии, которую не только мы испытываем, но хотелось бы, чтобы и в отношении нас испытывали все, кто соприкасается с нашим трудом. Это поддержка друг друга в радости и, как говорится, в неприятных ситуациях. Ну, такая моральная поддержка, Моральная, естественно, понимаю. потому что материальной, конечно, мало в общественном объединении такой поддержки, но моральная иногда важнее бывает в этой жизни. Люди разные, люди с разными взглядами на жизнь, отношением к своей профессии, но любящие ее, хотят в ней состояться. Поэтому сама гильдия, мы были когда-то созданы как отделение большой гильдии актеров советского кино. В 88-м она создалась, в 89-м мы. И мы создались не благодаря, а вопреки. Когда стал перестраиваться кинематограф, когда стали споры о прокате с кино он или отдельно, там очень-очень много было всевозможных перестроечных таких настроений, и все было хорошо, все вписывались в то, что задумал союз кинематографистов в свое время. Не вписывались только артисты. Вот они как-то, ну, куда их девать? И тогда мы вспомнили и уточнили, и узнали, что в мире были такие примеры, и уже существует очень много лет Международная федерация актеров, и решились на такой шаг. И можно сказать, что первым... Создать свою гильдию, свою белорусскую. Гильдию. Нет, советского кино. Тогда еще советского кино. И тогда к этому имело отношение очень большое и Лена Дропека, Леонов Гладышев, это Санкт-Петербург. Я из Беларуси, Нина Ильина, актриса из Украины, там был и Казахстан. Там... А белорусская как возникла? Я так понимаю, что вы посодействовали в основном. Ну, во-первых, мы столкнулись с первым фестивалем, который мы сделали тут же, как только мы создались, будем так говорить. Мы сделали единственный тогда неповторимый фестиваль актеров советского кино. Он проходил в городе тогда Калинине. И остались кадры, вот, кстати, мы поиском этих кадров занимаемся до сих пор, значит, остались кадры, где площадь показана, зима. Я рядом со Станютой иду, еще наши актеры Булдаков, Гостюхин, Котенев. И мы не можем пройти к этой маленькой трибуне, которую сделали на этой площади. На возвышение, на котором мы должны стоять, чтобы нас увидели. Мы не можем пройти через эту толпу. Такое ощущение, что, знаете, шапки. Я думаю, что Голливуд, если бы увидел, он бы даже очень удивился. Любовью, позавидовал бы, я думаю. Да, любовью зрителей к своим актерам. И действительно, это искренне было.
чувства. И мы тогда поняли, что мы действительно нужны. Ну, вот вы заговорили про материальную сторону. Вот мне кажется, было бы интересно сравнить нашу гильдию и в какой-то степени российскую гильдию. Наш интернет-пользователь тоже прислал очень интересный комментарий, я хочу его с вами обсудить. Приоритетным направлением в деятельности гильдии актеров кино России является социальная поддержка особо нуждающихся. Актеров-инвалидов, их вдов, членов гильдии преклонного возраста. Финансирование для решения этих проблем осуществляется за счет привлечения меценатов и спонсоров. Пожертвований самих актеров. А как обстоят дела в белорусской гильдии? Есть ли меценаты? Ставите ли вы себе такую задачу привлечения спонсоров? Я хочу сказать, либо только духовная поддержка? Нет. Я хочу сказать, что надо отдать должное тем людям, которые в трудные минуты нас поддерживали, для того, чтобы просто организация осталась, как бы говорится, на плаву, чтобы она имела возможность коммунальных услуг, оплачивать аренду и так далее. То есть такие текущие нужды. Но большой поддержки меценатов и спонсоров именно на поддержку нуждающихся артистов, артистов, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, у нас, к сожалению, нет. У нас нет такой, будем так сказать, практики даже. Но вы не обращались ни к кому, нет, да? мы пытались обратиться, мы ведем такую работу, но она не очень всегда находит отклик. Вот акции, если какой-то проводить, разовые такие, да, деньги можно быстрее найти на это. Но я хочу сказать, что именно гильдия России, мы с ним долго отдельно спорим по таким вопросам, потому что наша деятельность заключалась именно в юридической защите наших артистов, именно в договорной системе, которую мы все время улучшаем и пытаемся улучшить, в привлечении в белорусское кино именно в основном белорусских артистов, что было проблемой 25 лет назад, и иногда сейчас бывает. Чтобы в белорусском кино снимались белорусские артисты. Это большая работа поэтому проводилась. У нас была большая работа проводилась на том, чтобы мы хоть как-то по гонорарам сопоставимы были, чтобы белорусские наши съемочные группы также уважали белорусских артистов, как они уважают. Чтобы их не ущемляли, да? Чтобы они не ущемляли их. То есть у нас работа велась идет по другому направлению. Мы не можем также себе позволить провести такой фестиваль, допустим, как проводит до сих пор гильдия России, это «Созвездие», о котором я начала говорить. Конечно, были годы, когда не смогли тоже провести этот фестиваль по финансовым тоже соображениям, но они его поддерживают, мы поддерживаем этот фестиваль, пытаемся свои картины тоже туда отправить с участием белорусских артистов и в номинациях. Мы имеем призы там. Вот поэтому интересно, если вы развиваете гильдию в таком, я бы сказала, духовном направлении, может быть, учредить какую-то премию гильдии. Вот есть такая премия у американской гильдии, наши интернет-пользователи тоже об этом пишут, Оксана Тиго. Американская кинопремия, которая присуждается гильдии киноактеров США с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы, является одной из самых престижных в мире киноиндустрии. Да. Не будем замахиваться на всемирную известность, но, может, стоит подумать над созданием такой премии в Беларуси. Лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшая женская роль второго плана, мужская роль второго плана. Белорусские киноактеры этого достойны. Вот есть ли такие идеи в вашей гильдии? Вы знаете, были, потому что столкнулись с тем, что мы должны точно понимать, среди какого кино мы выбираем белорусских фильмов, которых немного, или же мы выбираем из фильмов в российской, допустим, в основном украинской, да, где в большинстве своем тоже стали сниматься наши белорусские артисты, даже более активно, чем в белорусском кино. Надо это понимать. Во-вторых, надо понимать еще одну вещь, конечно, это кто будет в жюри. Если вот в «Созвездии» это у нас точно актеры, мы привыкли, это уже солидные люди, которые пытаются, так сказать, престиж профессии поднять, уровень держать, и в связи с этим какие-то номинации и призы давать, мы тоже должны понять и полюбить друг друга до такой степени, что не жалко товарищу дать такой приз. Это первое. Потому что как бы не любил тебя зритель, как бы ты по своему ощущению не активно работал и выкладывался, все равно оценка коллег – это одна из самых важных для товарищей по искусству, для актеров. Это важно, это очень, как бы сказать, болезненно, если именно коллеги недооценивают твой труд. Поэтому здесь очень-очень такая тонкая грань.
И, конечно, было бы интересно такое сделать. Но мы сейчас немножечко понаблюдаем, как будет развиваться наш фестиваль «Листопад», как будут развиваться наши фестивали, надеюсь, еще в Бресте у нас будет фестиваль национальных фильмов. Мы посмотрим, у нас достаточно было таких наград, но если как бы сами актеры ощутят, что нам хочется еще потребность в том, что именно сами актеры, что есть потребность именно в поддержке своих коллег, и в присуждении сказать: этой премии. Друг, ты достоин. Да, на такую планку в этом фильме поднял нашу профессию, что просто не можем тебе не дать приз. Это было бы замечательно. Я просто об этом мечтаю. Вот наши интернет-пользователи интересуются вашим мнением. Кинокошка. А я бы еще попросила назвать топ-5 белорусских самых любимых и самых известных киноактеров. Кем любимых? Зрителями? Я так понимаю, что зрителями. Зрителями? Или вами. Это тоже список гораздо больше. Это раз. А во-вторых, я, наверное, на этот вопрос мне будет некорректно отвечать. А из молодых кого-то могли бы назвать? Из молодых? Востребованных, ярких. Знаете что, востребованных тоже, я считаю, что и в белорусском кино востребованных, и в российских сериалах, которые сейчас заполнили экран, и мне очень приятно, что я включаю телевизор, российский канал, надо посмотреть, там же наши белорусские артисты все. Понимаете, их много, правда много, молодежи очень много. Но я выделить их не имею права. Я просто не могу. А я и не смогу их выделить, потому что мне одни нравятся в одной, как бы, ну, будем сказать, жанровой, да, ленте, кто-то в другой, и мне ни за кого не стыдно. Вот могу сказать. Вот за 205 человек, которые в организации, мне ни за кого не стыдно. Но главное, что есть новое молодое поколение, правда? Есть, безусловно. И оно настолько яркое, индивидуальное, и вы уже этих артистов запомнили наверняка, и знаете. И я могу сказать, что они даже отмечены у нас и премиями на фестивалях, и даже гранты получили фонда по поддержке талантливой молодежи в свое время за свои успехи на кинофестивалях. Поэтому я просто ими всеми горжусь, и отметить, ну, правда, это... Счастлива, что они есть. Я счастлива, да, и мне не очень ловко будет сейчас ограничиваться 5 людьми. Светлана Ивановна, я сейчас предлагаю такой видео-вопрос для наших телезрителей, посмотреть наш известный белорусский фильм. Это отрывок из кинофильма «Иди и смотри», Елема Климова, снятый в 1985 году. Я не случайно предложила посмотреть именно этот отрывок. Вышедшая на экране в 1985 году картина Елема Климова в соавторстве с нашим писателем Олесем Адамовичем была названа лучшим белорусским фильмом в рейтинге крупнейшей мировой кинематографической базы данных IMDb. И назван киноэкспертами одним из величайших фильмов о войне. А почему я заговорила об этом фильме? Все-таки наш отечественный кинематограф силен фильмами о войне. Как вы думаете, мы когда-нибудь сможем немножко отойти от этой генеральной линии и снимать такие же хорошие фильмы, как мы их делаем о войне, снимать фильмы фантастические, снимать комедии такого хорошего уровня? Я хочу сказать, что когда Елем Климов снимал, мы достаточно тесно общались. Как вот так сложилось в жизни. У меня остались впечатления от этой картины очень сильные. Она тогда, по-моему, сразу же была на Московском кинофестивале показана. Она сразу стала очень вызвала известной. просто шок. Почему? Потому что здесь все было сделано чуть-чуть выше, на Катурных поставили. Если это взрыв, так это уже валится все. Если это горит, это горит. Если от тебя ты умираешь, ты умираешь. Но вот смотрите, это очень сильный фильм. Это безусловно. Да, я с вами согласна. Но вот смотрите, 85-й год. Мы снимаем такой фильм о войне, который входит в лучшие рейтинги. Сейчас мы тоже остаемся в этой генеральной линии. Мы снимаем фильмы о войне. Мы сможем когда-то от этого отойти? Вы мне опять задаете вопрос. А я говорю, я счастлива, что у нас и туровская картина «Через кладбище» вошла в 100 лучших фильмов о войне тоже. Я считаю, что это одна из тем,
которые поколение режиссеров, которые пришли в то время, а многие из них, кстати, в гимнастерках пришли, они не могло как бы их не интересовать, не могла не интересовать эта тема, и они ее сделали. А сейчас? И сделали очень хорошо. А сейчас люди знают ее по учебникам. Но сейчас тоже поколение по режиссеров фильмам, снимают фильмы о войне. Да. И я хочу сказать, что неплохие снимают фильмы о войне. Есть режиссеры, которые, допустим, Лебедев мне понравился, как он эту тему поднял. И я думаю, что здесь все-таки тот вопрос, который вы задали, будет ли какое-то другое направление. Жанр, фантастика, комедия. Ну, скажите, пожалуйста, если есть Гайдай в коллективе в нашем, значит, будет хорошая комедия. Правильно? Значит, все зависит от личности режиссера, от его фантазии. Я думаю, направление очень интересное. Мы это стали практиковать сейчас в детском кино. У нас Лена Турова очень интересно работает, так сказать, в этом направлении, с компьютерной графикой. Я с большим удовольствием сейчас снялась у Александра Анисимова. Тоже такая детская картина, но с элементами фантастики и юмора. С удовольствием поработала. Я думаю, что это направление будет развиваться. Особенно детское кино у нас как бы славилось всегда своим азартом, начиная от «Буратино» и «Красной шапочки» и многих других фильмов. Кстати, очень хороший фильм, который тоже не вошел в список, это «Иван Макарыч» Добролюбова, который тоже произвел в свое время очень сильное впечатление. Вот наша киностудия на сегодняшний день, она довольно большая кинофабрика. Она может снимать до 15 игровых фильмов в год, 40 документальных и 10 анимационных. Вот как вы думаете, белорусский зритель любит белорусское кино? Смотрит ли он его? Вот наши интернет-пользователи прислали вам очень интересный вопрос. «Любитель кино» назвался интернет-пользователь. Почему новые, да и старые белорусские фильмы не показывают по телевидению? Где белорусское кино? Такое ощущение, что его смотрят только те, кто снимает, а до широкого зрителя ничего не доходит. Я думаю, что это такой вопрос, очень волнующих наших кинематографистов. Надо понимать, что в основном зритель последние годы привык ходить на другое кино. Свое кино воспринимается уже в сравнении с тем, что он увидел, с «Аватаром» и так далее, и тому, понятно, да? И поэтому тема, допустим, какого-то внутреннего содержания, так, те же «Белые розы» и так далее, она, если что-то щемящее в душе возникает, то это зритель придет на эту картину. Я думаю, они будут ходить на наши детские картины, которые... Главное, чтобы их показывали. Видите, они пишут, что где посмотреть. Ну как? Они должны, то есть, по идее, они должны быть и на 3-м канале, если я понимаю правильно, да? Да. И в кинотеатрах, потому что диски с этими картинами. Картина после того, как она презентуется и как бы показывается в первую очередь кинопрокатчикам, областным, городским, и они берут на себя обязанности какую-то часть своего времени отдавать белорусским фильмам. Светлана Ивановна, вы являлись долгое время членом Совета специального фонда Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Вообще, какие перспективы у белорусского кино? У белорусского кино есть будущее? И кто та молодежь, которая сегодня приходит в белорусский кинематограф? Ну, во-первых, для меня очень важно, что если молодой человек закончил Академию искусств, чтобы он имел возможность себя проявить. А этого образования хватает для того, чтобы себя проявить? Я думаю, что образование режиссер должен получать всю свою жизнь. Как у нас говорили в Авгике, научить нельзя, можно научиться. А мне кажется, это вопрос таланта. Да, и вопрос таланта, безусловно. Это возможность сконцентрировать то, что ты увидел, то, что ты знаешь, что ты еще не знаешь, но только предчувствие какое-то есть. Это умение, режиссерская профессия, это вообще умение, кстати, Пташук этим, уловить время. Пташук очень владел этим. Он так ощущал настроение общества, как, куда движется все. Он это очень чувствовал. Вот такого масштаба, чтобы вырасти как бы в такую личность режиссера, надо себя будоражить и не останавливаться, что ты что-то умеешь. Ну, посмотрел ты что-то сделал, что-то получилось, что-то нет. Но эта профессия, как и актерская, она не может остановиться. Здесь надо все время работать. Поэтому если нас, режиссеров, учат этому, что ты должен в первую очередь состояться сам как личность, тогда все, что ты донесешь до зрителей, будет интересно, будет полезно, и ты выберешь тот материал и найдешь под этого тех спонсоров, которые услышат твою идею. Очень трудно сейчас найти материал, который бы нравился и начинающему режиссеру,
и тем людям, которые выделяют средства для этого, правильно? И тем зрителям, которые это будут смотреть. Мне кажется, что вся проблема сейчас – это кадровая в основном проблема. Нехватка интересных сценариев и нехватка, может быть, ярких личностей в режиссуре. Мне кажется, когда совпадают эти все три компонента, Да. яркий сценарий, харизматичный, талантливый режиссер, замечательные артисты и вдумчивый зритель, Да. тогда и получается настоящее Я так кино. думаю, да. И разное. И такое разное кино. Светлана Ивановна, спасибо, что вы были у нас. Здоровья вам, успехов. И будем ждать от вас новых работ. О, да, я с Спасибо. удовольствием. Да, будем поддерживать и дальше наш белорусский кинематограф. Спасибо, без этого никуда. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о белорусском кино, о белорусской гильдии киноактеров. В гостях у нас была известная белорусская актриса, заслуженная артистка Республики Беларусь и председатель белорусской гильдии киноактеров Светлана Суховей. Спасибо вам. Наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Смотрите хорошее белорусское кино, смотрите хорошее зарубежное кино. Присылайте ваши вопросы, комментарии в наш блог, и мы их обсудим вместе. Всего доброго, до встречи.